Впервые в истории автономии дипломатический корпус Молдовы прибыл на уборку винограда в Гагаузию. Формат встречи представителей Народного собрания и представителей различных посольств больше имел культурный характер, нежели дипломатический. Депутатам Народного собрания, руководителям хозяйства Айдын решили пригласить на уборку винограда, у него сейчас как раз сезон, убираются столовые сорта, дипломатический корпус Молдовы. Мы отправили всем приглашение, и к нашему счастью, очень многие приняли это приглашение. А те, которые не приехали, они написали нам или позвонили о том, что они находятся в отъезде или какие-то другие мероприятия их задерживают. Некоторые гости впервые в жизни побывали на поле, не говоря уже о сборе винограда. Кому-то было очень сложно, кто-то справлялся с задачей хорошо, но все они получили незабываемые впечатления от такого уикенда. Это мой первый раз вообще на полях. Я не знаю, как сказать на русском, на полях. И я со сыном мы здесь. Я много люблю вино пить, я много люблю виноградье есть, кушать. И поэтому это большое удовольствие прийти здесь, работать с вами. Если это делать так на выходные дни, это не так сложно. А если это делать каждый день, как работа под таким солнцем, наверное, это трудно. Поэтому надо уважать крестьян за свой труд. Это очень интересная работа. Это не первый раз, что я сделал урожай виноградов, но это не что-то я делаю очень часто. Şeyin bereketi, toprağın, Allah'ın Gagavuzlara, insanlara verdiği bereket. Çok güzel. Дело привычное, как вы поняли, потому что в отличие от остальных я собрал 2 ящика. Мы тоже собираем виноград, поэтому находиться для меня и привычно, и в то же время удовольствие огромное. Это сегодняшнее событие, но, как по-моему, придает огромное значение для того, чтобы продвигать отношения нами с Гагаузией в различных областях. В России очень активно используют ваш продукт сельскохозяйственный, и виноград, и персики, и яблоки. Испокон веков, я бы сказал, но уж для нашего поколения на базарах первый раз спрашивают, какие эти молдавские, узбекские, да? Поэтому для нас интересно было, где все это растет и как его сделают. Так это не только убрать, его же надо вырастить. За ним надо ухаживать, это адский труд. Мало того, что они очень добрые и хорошие люди, так они и трудолюбивые. Мы много не поможем, мы все это понимаем. Но хотя бы немного, тем более благородная цель у строителей этого мероприятия помочь и детям, и престарелым людям. Поэтому чем могли, мы помогли. Спасибо вам за это мероприятие. Некоторые послы прибыли со своими семьями, а посольство России вообще прибыло полным составом. Около 60 человек в общей сложности собирали виноград на наших плантациях. Руководитель сельскохозяйственного предприятия Айдын постарался, чтобы никто не остался в обиде. Работникам были предоставлены ящики, ножницы, все для максимального удобства. Нормализация отношений между и Гагаузией, и посольствами. Вот они все довольны, и семьями, с детьми приехали. Ну, я думаю, на праздник удался, наверное, настоящий праздник сегодня был для этих людей. Мы абсолютно не предусматривали ничего, ни политики, ни экономики в этой встрече. Мы просто хотели пригласить людей, показать, вот что такое виноградники, как он убирается. Сегодня посмотрите, какое солнце палящее. Но все они очень довольны, они ощутили на себе, что такое сельскохозяйственный труд. С этими дипкорпусами у нас всегда были добрые, теплые отношения. И я думаю, что они и будут продолжаться. Весь собранный виноград, а это примерно 800 килограммов, будет направлен в детский реабилитационный центр и дом престарелых. Такое решение было принято самим дипломатическим корпусом.